Все как и положено, яркие шары, веселая музыка и счастливые дети. Первую модельную библиотеку открывает Зязика в Юрте. Сюда приходят взрослые дети, потому что книги здесь живут. Приходи в библиотеку, чтоб побольше почитать. Настоящим человеком помогает книга стать. На торжественной церемонии все местные жители, руководители соседних библиотек и не только. Остаться в стороне от всеобщего праздника не мог и министр культуры. Тамерлан Зейтов поздравил всех со знаменательным событием. Осмотрев новую библиотеку, остался довольным. Настолько красиво, в красках, и именно все сопряжено с детством, максимально и детям уделяется там внимание, поэтому я думаю, что у нас есть будущее за нашей молодежью. Более 45 тысяч конкурсантов или 660 победителей по всей России, в их числе и 2 книгохранилища Ингушетии. Для библиотеки сельского поселения принять участие и выиграть грант престижного федерального проекта «Настоящий прорыв». Тем более иметь право называться первой модельной во всей республике. Мы вложили частичку своей души в эту библиотеку. Создание этой модельной библиотеки. Буквально начиная с февраля месяца все наши мысли и вся работа была направлена на создание библиотеки. Здесь полностью изменилось пространство. Здесь остались только стены от прежней библиотеки и какая-то часть книжного фонда. Все остальное оно как бы с нуля. И вы видите, уже сегодня дети здесь чувствуют себя, как дома. Это наша задача, которую мы для себя и ставили. Эту книгу точно не стоит судить по обложке. Настоящий интеллектуальный и образовательный центр, который включает в себя 2 помещения. Сектор для детей и взрослых. Ингушская, русская и зарубежная литература. Дети найдут все, что им действительно по душе. К слову, Динара Бузуркиева уже со своими друзьями успела осмотреть новый храм знаний. Эта библиотека меня очень сильно впечатляет, она мне очень сильно нравится, и я буду в нее очень ежедневно ходить и брать очень много книг. А что тебе больше всего понравилось? Больше всего мне понравилась обстановка в библиотеке, она очень красивая. Красивый дизайн, комфорт и доступ к новейшим информационным технологиям библиотеки будущего доступны уже сегодня. All-inclusive или все включено, такой милый диванчик, интерактивная доска, а еще огромное разнообразие книг. К слову, здесь также есть игровая зона, где каждый сможет найти себе занятия по душе. А вот чем вы сейчас занимаетесь? Мы сейчас рисуем, я буду приходить сюда каждый день после школы. Я буду тут читать, рисовать, и многое другое. А что тебе больше всего нравится? Мне все. А тех, кто еще не умеет читать, точно заинтересуют настольные игры, раскраски, игровые планшеты и скрапбукинг. Что ты делаешь сейчас? Сейчас не знаю я. Не знаешь? А это что? Это пластилин, да? Да, пластилин. А тебе тут нравится? Да. А что больше всего нравится? К слову, такому подарку рады и взрослые. Тамила Илиева теперь может не переживать за то, как дети проводят свободное время. Сегодня она вместе с дочерью и сама увлеклась чтением книг. Я очень рада, что открыли такую мобильную библиотеку. Это доступ, чтобы учиться детям. И тут есть все удобства, сами все это видите. Есть компьютеры, столы, где можно позаниматься детям, дополнительная помощь к учебе. Главная цель проекта «Культура» – гармоничное сочетание книг и новых технологий здесь достигнуто. Кроме того, подключены соединения с Национальной электронной библиотекой. Предусмотрены автоматизированные системы внедрения станций самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. В современном мире без IT-технологий никак нельзя. Помимо чтения книг, здесь также можно выйти в интернет. Найти необходимую информацию не составит труда, ведь каждый компьютер подключен к Wi-Fi. В общем, оценить масштабы национального проекта «Культура» тут смогли в полной мере. Главное – сохранить и продолжить развивать. Ведь библиотека – это самый лучший вклад в просвещенное будущее. И это действительно круто. Хава Гагиева, Магомед Белакиев. Новости 24.